В столичном культурном центре «Сергеляские огни» состоялся концерт филармонии Якутии, в котором должен был принять участие заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Из-за проблем, связанных с авиалиниями, он не смог прилететь. Тем не менее, концерт состоялся, но уже с измененной программой. Продолжит Артур Габышев. Дорогие жители и гости Якутска, я Даниил Спиваковский. К сожалению, вот в нашей жизни встречаются форс-мажоры. Я в Шереметьево уже 12 часов и не могу вылететь к вам, потому что закрыта полоса в Якутске. Даниил был готов прямо с самолета приезжать и работать, все как положено, чтобы зритель увидел эту программу. Все уже было готово к тому, чтобы проект состоялся. Но вот в последний момент, буквально за 15 минут до начала регистрации, поступила информация, что перенос еще на 3 часа. Ну и уже приняли решение, что придется нам эту программу переносить, потому как у артиста довольно-таки плотный график, и завтра у него уже выступление в Московском международном доме музыки. Сказ про Федота Стрельца удалого молодца якутяне увидеть так и не смогли. Все из-за форс-мажорной ситуации в аэропорту. Из-за съехавшего с полосы воздушного судна Якутск рейсы не принимал. Однако же концерт состоялся. Зрителей со своей новой программой развлекали Государственный концертный оркестр Якутии и ансамбль балалайчников «Баланс» под руководством дирижера и дамбриста Евгения Волчкова. Программа, в общем-то, очень интересная. Действительно, объедем весь земной шар. Вообще народные инструменты, их скоморошья сущность, она позволяет видоизменять звучание, жанры, колорит. Поэтому вы услышите сегодня и фантазию на еврейские темы, и, конечно же, русские народные. Мы отправимся и в Латинскую Америку, посетим и Грецию. В общем, прокатимся по многим южным странам. Но гвоздем новой программы по праву стали гусли звончатые. Это первое появление гусляра в Якутии на концертной сцене, да еще вместе с оркестром. Взаимодействие очень удачное, потому что в Русском народном оркестре гуслей тоже нету. Вот они там не представлены, и поэтому это уникальное звучание, которое, в общем, с одной стороны, направляет нас в глубокую древность, а с другой стороны, оно очень современно и для современного слушателя очень приятно. Ну и посмотрим, хоть послушаем гусли. Утром сегодня приходили они на студию, я только конец захватила. Так что посмотрим. И наших балалаечников. Видимо, концерт-сюрприз. Мы ожидали Спиваковского, но сейчас будем слушать музыку. От этого концерта мы ожидаем хорошо провести время и плюс насладиться музыкой. Это будет очень хорошо, ярко и очень, наверное, весело. Даниил Спиваковский планирует посетить Якутск с другой концертной программой. Организаторы планируют выступление в первом полугодии следующего года. Артур Габышев, Евгений Новгородов, Якутск.